Да, мы продолжаем работу. Сейчас слово предоставляется нашему мэтру, нашему уважаемому, действительно, я совершенно соглашусь с нашими гостями, которые очень высоко оценивают наших, и мы абсолютно оцениваем также высоко наших Сергей Трофимович Черков, Хакасия, мультиинструменталист, мастер еще музыки, очень важная и знаковая фигура в нашей музыкальной культуре. И сейчас, в последние годы, Сергей Трофимович культивирует, распространяет, предлагает свою методику обучения игре на читкане по безнотной системе. Эта система, она уже получила свою апробацию, и уже в студии, детской студии нашего института искусств, это уже в течение 2 лет это работает. Вот, и, пожалуйста, слово. Всем здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот этот фестиваль, он очень такой знаменательный, и как бы для меня даже очень много нового. И вот Талы это вообще такая для меня находка, что не встречался, что я встречался со сказителями, допустим, Кыргызстана. Действительно, он говорит, очень яркое исполнение. Но когда я послушал Талы, это что-то совсем другое, оно не похоже. Нельзя их ставить на один уровень даже по исполнению. Поэтому идет такая, то есть у меня была определенная, когда жюри определяли, то есть определенные какие-то, ну надо как же оценивать же исполнителей, и, то есть как вот их оценить. Поэтому там была определенная шкала, но вот когда сейчас вот пообщавшись с Талы, уже как бы меняется даже оценочные вещи. Поэтому это очень полезно, ну, скажу, что для всех. Маленько хочу сказать вот о Читкане. Да, Читкан у нас вот как бы очень много о нем написано, и много было всяких разных конференций, даже симпозиумов. Но игра на Читкане, то есть она оставляет желать лучшего. То есть он не так распространен, как должен был быть, потому что целый симпозиум проводим, а играющие, как говорится, раз-два и общаются. Да? То есть сам Читкан он как-то не занимает среди нас, не занимает такое место, то есть и игра, и все прочее. И поэтому я вот начал где-то 4 года назад вот, цифровое. Ну, оно у меня было давно, но просто появилось время и появилась возможность все это. Вот за 4 года очень поменялось все, потому что ну, практика, как говорят, работа самопоказывает, то есть и на данный момент, то есть она уже, можно сказать, что мы ее адаптируем, потому что почему именно цифровое? Цифры идет набираться, то есть она простая и, как говорится, кто кандидат, я шучу так, кто, говорю, кандидат, особенно с детьми, кто умеет считать до 7 и ставить шаблоны, то есть это все, то есть 2 вещи нужно уметь, чтобы научиться играть на читкане. Ну, хочу сказать, что такое читкан для нашего хакасского народа. Еще в позапрошлом веке Костров, или в этом веке Костров описал вот такое, то есть это мне очень нравится, но дает понимание. То есть, когда звучит читкан, то есть чудесные звуки распространяются по всему, и всем худают на облаках, слушают вот это все. Даже чистая айна выходит по пояс из-под земли, чтобы слышать звуки читкана. То есть, ну, это такое очень образное, да, представление, насколько, значит, почитаем, любим. Ну, а я считаю, что это у нас на генетическом уровне, потому что сколько уже веков мы слышим, и когда звучит читкан, даже в советское время исполнители хаджи, ну, он у нас как бы, да, поэтому нужно вот каждому освоить, каждому, даже вот те, кто не знает много, вот я предлагаю такое. Ну и вот сейчас непосредственно хочу пробежаться, чтобы было понятно, как я вот взял плакаты, из которых ну, состоит это обучение. Да? Вот Сертепоин, это у нас
первая игра, традиционная игра, то есть игра септет, это щелчок, да, игра щелчком. Вот с него мы начинаем. Но прежде чем начать, особенно для детей, мы начинаем хил, тап, кёлектор. Кёлектор — это упражнение, то есть найди струну. Для чего это нужно? То есть изначально мы начинаем, то есть, прививать такие навыки. То есть, ну, это в основном 3 навыка. Первый навык — это чтение с плаката. Второй навык — это у нас заучивание цифр, ну, это развивающая память. И третий навык — это игра по слуху, подбор. То есть вот эти навыки мы во время обучения прививаем. Но здесь можно сказать, что как вот цифры, ну, раньше это мы же учились на слух, но я вот хочу предложить, что плакат — это как своего рода визуализация. То есть мы смотрим, оно близко к традициям. Вот мы смотрим исполнителя, он играет, это и есть визуализация. Плакат в данном случае, да. Но так как это у нас групповые занятия, вот я забыл сказать, что это именно групповые. Я занимаюсь групповыми в контексте группы. То есть здесь в групповых занятиях, то есть там какая сложность какая, вот, допустим, я вот абсолютно всех обучаю. И, допустим, если в музыкальной школе там отбирают по слуху, да, и вот, допустим, заметил, что вот у меня были первые студенты, и вот одна, как говорится, хромая, все время поперек такта играла. И вот я думаю, что делать? Играет. Думаю, ну неужели все, прям поперек и все. Но на 5-м занятии она стала играть, потому что все остальные нормально, и они ее как бы вытащили. Вот как бы преимущество групповых занятий. То есть именно было бы желание, было бы хотение, то есть человек, он обучается. Она потом догнала и даже стала перегонять. То есть она, ну, у тех, заметил, у тех, у кого плохо получается, они стараются, соответственно, они уже опережают. Какие-то вот вторые моменты, заучивания памяти, она это все делала очень хорошо и со временем развивается все это дело. И потом получается, я вам сейчас тоже покажу, чтобы все это сказать. Здесь читка с листа, то есть они, вот, они играют его, читают, и потом они, вот смотрите, они могут читать сразу же и слова. Ну вот эта вот песня, они читают, это первая строка, смотрят на цифры, и им удается, то есть они развивают читку, то есть сразу со словами. То есть, что значит читка? То есть оно помогает. То есть мне быстро нужно работать. В смысле, они это все учат цифры на память, приходят уже выученные и потом играют. Слова они также учат на память, но это все быстро происходит. И потом соединяют, да, соединение с этим, это самое такое сложное. И сразу скажу, что вот я тоже думал, как вот оценивать. Ну, условно, мы же любим тройственность. Вот это вот у нас первое получается вот именно для начинающих. Это вот первый этап или первый уровень. Он в принципе достаточный, потому что, во-первых, почему он достаточный? Первая мелодия — это у нас темп средний. В темпе среднем обычно начинающие играют. Потом идет темп медленный. Это вот любимое, и очень сложно играть, оказывается, медленно. Все торопятся, играют быстро. Ну и вот этот быстрый дает, если ты быстро играешь, значит, у тебя уже техника наработанная, да? Техническая часть. Это где-то вот, и вот соединение, да, вот этого среднего, и получается, что это как такой инструментально-вокальная композиция, чвир, ну то есть сбор. Это все изучают, то есть с этого мы начинаем. Что, это все вот эти вот ноты, которые собрал Чебараков, то есть я не стал там ничего сочинять, тоже так же оставил и сделал эту композицию. То есть все с ним начинают, и кто и заканчивает. Ну, это примерно 2 раза в неделю занятия, это примерно полгода требуется, чтобы это все освоить. Цифры в данном случае это номера струн? Да, цифры это номера струн. Нумерация струн, да. И вот когда вот мы тоже вот ездили с мастер-классами, 24-го зала на Гоне, там 50-60 детей, ну, все удачно проходит. Ну, вот где-то мы играем 3 строчки, достаточно. И таким самым. Пока, значит, где-то 5-6 читканов, и пока мы это смотрим, я сразу смотрю, у кого лучше получается. И потом, ну, уже когда все прошли, все пощупали, мы уже начинаем там
их уже. И они дальше вот идут, проигрывают. Смотрите, значит, первое это, да, четвертая струна. Вот они четвертую струну нашли пальцем, и потом начинается защипливать. Тёрт, пошли. Потом сирт отдельно, да, что указательным пальцем идет сирт, закрепляет. И потом вот обыгрывание четвертой струны. 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3. То есть закрепление. Это четвертая струна, это основная. Все. И отдельно у нас первая струна идет, связка, потому что указательный палец и большой тоже это для первого. Дальше у нас идет горочка, так называемая, и подряд пальцы расширяются, и вот они приходят. Следующие это скачки 4, 4, 5, 5, скачки, и вот 4, 4, 7, 7. Ну, довольно просто. И вот здесь вот просто какие-то эти. А здесь уже одиночные. Ну, вот это все проигрывают, и, в общем, им становится понятно. Дальше здесь вот мы говорим, что это сертифоин. Сертифоин это стрелочка равна второй, третьей струне. Ну и вот, собственно, уже пошли упражнения. Практически. Но здесь сразу же мы начинаем, именно сразу с первого урока у нас идет это, играем это, то есть сразу начинаем играть динамику. Громко, тихо и с ритмом. По умолчанию работаем со средним, чтобы они понимали это все. И вот эти упражнения два, они на это. Ну, а здесь уже читка идет. Здесь все идет, то есть только сертифоин, да, почти нету. Второй урок у нас появляется почти воин, да, и вот тоже упражнение играем. Там, допустим, чтобы пас сыграть, нужно вот разделить, потому что играют вот. А пассивой есть, да, да и потом объясню, как это. Вот. Здесь мы играем, то есть, я говорю, тарт, пас, сик. Пас он всегда у нас с опозданием, то есть, ну, разделение, да, функций. Он холдам тарцепс, надо слово тарцепс и еще сик. Ну и потом игра вот этого всего. Дальше у нас идет холд савары, ну это как гитарный один, знаете, да, вот все это тоже это, в принципе, можно сразу. Играем сирт, 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 тарт, это та же стрелка, только на себя тянет, да, и потом соединяем. Тарт, сирт. Здесь идет выравнивание. Обычно тарт он играется сильнее, чем сирт, поэтому нужно выравнивать. Тарт, сирт, тик-так, тик-так. Ну и, собственно, вот этот самый сложный ритм, который не могут сыграть. Терт, тарт, терт. То есть сначала лопает, да, потом это. И вот через несколько уроков они играют этот сложный ритм. Другое, это у нас хелал стровой идет. Ну, то есть раскидываем по пальцам, перебором. Дети очень не любят играть. Не любят. Ну и вот, собственно, потом говорят, так, хелал стровой, это вторая, и вот пассивоин. Ну, тоже пассивоин у нас. Ну, это, можно сказать, что это вспомогательно, потому что как это же уже левая рука, но все равно это прием игры, то есть пассивоин это как прием. Да, но он вспомогательный, да, и тут вот они разделяются. Есть разные вот эти поставки, позарка по-разному, да, если, допустим, если мы переходим в минор, то вот эта пятая цифра, у нее уже, на нее нужно уже повышать на целый тон. Ну, а вообще на читании можно повысить на 2 тона. Вот это у нас тон, ну и потом еще есть знак, который означает 1,5 тона, ну и, соответственно, 2 тона. Это черточка полтона, да? А вот это полтона, да, это вот тон. Ага. Ну вот, в принципе, вкратце я объяснил, так, желающие, кто хочет научиться. Попробовать. Сурган да пар. Обозначаем пальцем. Вот я взял казахскую, как у них обозначили. Это такая скобка, этот указательный, потом такой с черточкой это второй палец.
Она же не Да, ой, да, конечно. То темнота все, вот это вообще вот. Семечки, конечно. А это